Таджикским мигрантам возвращают неполную стоимость билетов из-за отмены поездов в Россию. Решение российских властей о временном запрете на въезд в эту страну в связи с коронавирусом обеспокоил многих таджикских трудовых мигрантов, купивших билеты на поезд Душанбе-Москва. Во вторник, 17 марта, десятки мигрантов собрались у здания таджикских железных дорог. Им приходится выстаивать огромную очередь, чтобы вернуть свои деньги за билеты. Движение пассажирских поездов из Таджикистана в Россию было приостановлено 17 марта, и этот вынужденный запрет в связи с коронавирусом будет действовать до 1 мая. Администрация ТЭШ заверила, что поэтапно вернет деньги за билеты всем пассажирам. Но некоторые из пассажиров, которые приобрели билеты на поезд Душанбе-Москва несколько недель назад, сетуют, что им не возвращают полную стоимость билетов. Житель Душанбе Амирша Алиев сказал 17 марта, что несколько дней назад купил билет на поезд до Москвы за 1150 самани, но ему вернули не всю сумму, уплаченную при покупке. Дали на 200 самани меньше, уточнил он. Другой пассажир также поделился, что им не возвращают 270 самани от стоимости билета, в которые входит стоимость сервисных услуг, предоставление горячего чая и постельного белья. Другие пассажиры посетовали, что стоят в очереди с вечера 16 марта и не могут вернуть свои деньги за билет. Мы сразу пришли к 20 часам, собралось много народу. Работала всего одна касса и кассир не справлялся, отметил собеседник. Многие мигранты предпочитают покупать билеты за 30-40 дней до отправки поезда, так выходит дешевле. В офисе таджикских железных дорог 17 марта заверили Радио Азоти, что все пассажиры поэтапно получат свои деньги, потраченные на покупку билета, и нет поводов для беспокойства. По словам источника, вернуть деньги за билет сразу всем пассажирам, а их около 8 тысяч, задача не из легких. Анвар Латифзода, руководитель секретариата ТЭШ, сказал: граждане приобрели билеты вплоть до 28 апреля. Мы приняли решение возвращать стоимость билетов поочередно, по мере приближения даты поездки. Возможно, через неделю-другую движение поездов будет восстановлено. Ежегодно весной начинается сезон трудовой миграции из Таджикистана в Россию. Было бы хорошо, если бы нас предупредили заранее о запрете на въезд. У меня на руках приглашение на работу. Если я не прибуду в срок, то работодатель возьмет другого человека, сетует Диловар, один из трудовых мигрантов. Другая группа мигрантов говорит, что сейчас все же лучше временно воздержаться от поездки в миграцию из-за угрозы заражения коронавирусом. В этой ситуации никто не виноват, мы должны осознавать реалии. Мы тоже должны были выехать. Все отменилось, потерпели убытки, но и ехать в этих условиях небезопасно, говорит Давлат, который также пришел за своими деньгами, потраченными на покупку билета. До сегодняшнего дня из Таджикистана в Россию еженедельно отправлялись 4 поезда, 2 из Душанбе и 2 из Кулябы и Худжанда. Министерство иностранных дел Таджикистана во вторник сообщило, что из-за пандемии коронавируса Россия приняла решение с 18 марта 2020 года временно ограничить въезд на территорию Российской Федерации иностранных граждан. Пассажирские поезда являются самым экономичным видом транспорта для мигрантов, отправляющихся на заработки в Россию. Власти подтверждают, что в последние годы пассажиропоток в РФ этим видом транспорта увеличился. Некоторые эксперты считают, что 2 недель или месяца карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, и не исключено, что период закрытых границ будет продлен. Аналитик Абдуманнон Шаралиев говорит, в период карантина и серьезного экономического кризиса, который только начался, мигранты могут погореть на стоимости билетов и патента. Лучше оставаться дома до стабилизации ситуации. Все надеется, что в ближайшее время будет разработана вакцина против коронавируса и мир избавится от этой напасти. Но нужно предусмотреть и другие возможные сценарии развития ситуации и быть наготове, отметил он. По его словам, власти должны быть готовы к тому, что 500 000 таджиков не смогут выехать на заработки и останутся дома. Миграция в Россию является одним из основных источников дохода для многих таджикских семей. Таджикские власти заявили, что в прошлом году около 500 000 человек выехали за пределы страны, в основном в Россию, и отправили за этот период на родину около $2,6 миллиарда.